В 12 часов дня 20 апреля оперативный дежурный получил сигнал о возгорании в доме быта. К моменту, когда 4 автоцистерны и автолестница прибыли к месту пожара, из окна 3-го этажа валил густой дым. Пожарные в первую очередь направили силы на спасение людей. Перед обеденным перерывом не все успели выйти из здания. Были покупатели и в магазине на 1-м этаже. Я заметила, я просто на 15 минут раньше пошла на обед, и я увидела, как с 3-го этажа на козырек выпрыгнули 2 молодых человека. Я сначала подумала, что, может, что-то украли и прыгнули, как бы не поняла. Вышла на лестницу, они бегом побежали вниз. Ну, глаза у них такие были, как бы в ужасном состоянии. И смотрю, спускались девушки с 3-го этажа. Я спросила, что случилось. Они сказали, что там пожар. 2 человека, которые выпрыгнули из окна и были виновниками пожара. В ювелирной мастерской они подплавляли драгметаллы с помощью газовой горелки, которая для этих целей изначально не предназначена. Возгорание произошло в результате неосторожного обращения с бензиновой горелкой непосредственно арендатора. Произошел хлопок и разлив бензина, который воспламенился, из-за чего произошло моментальное распространение огня. Ювелиры сначала пытались сами потушить пламя, но пришлось спасаться буквальным бегством. Пожарное оповещение в здании не сработало, поскольку оно совмещено с охранной сигнализацией. И в будние дни, когда работают все офисы, сигнализация отключена. Многие работники сначала даже не почувствовали запаха дыма. Большинство успели спуститься по лестнице. 10 человек пришлось эвакуировать через окна по приставным лестницам. В особо сложных случаях при эвакуации пожарные одевали на пострадавших дыхательные аппараты. Серьезная медицинская помощь никому не потребовалась. От госпитализации отказались. По административному кодексу будет работать государственный пожарный надзор, отдел надзорной деятельности номер 13. В ходе проведения проверки по данному пожару ответственные лица будут привлечены к административной ответственности. Зданию нанесен значительный ущерб. Небольшое помещение ювелирной мастерской выгорело полностью. Коридоры 2 этажей покрыты копотью. Водой залиты все помещения вплоть до 1-го этажа. В здании располагаются фонд социального страхования, регистрационная палата, магазины, парикмахерские, ателье и многие частные конторы. Всем им в ближайшие дни предстоит подсчитать ущерб. А пока пожарные разрешили только забрать уцелевшую технику и документы. Не успели пожарные машины разъехаться от дома быта, как в центре вспыхнула машина. Отсек двигателя Mitsubishi Fuso загорелся прямо на ходу. Предварительно произошло замыкание электропроводки. Дежурный диспетчер по рации передал вызов машине 38-й пожарной части. До места было не более 500 метров. Пожарные оперативно потушили пламя. Водитель не пострадал. Кабина и груз, который везла машина, целые. Ольга Комарских, Никита Сафонов, Дмитрий Алферов. События Кыштым.